чтобы вы не останавливались, писали, творили и радовали себя и других. Татьяна, может быть, сделаем общую фотографию? Здесь очень ограничены во времени участники, поэтому сначала читать. Очень давно уже ждут. Пожалуйста. Да, пожалуйста, представьтесь. Спасибо огромное. Вас, знаете, было так много, сейчас половина ушла, к сожалению. Вы понимаете, я рвусь давно. Я поменяла, я хотела другие прочесть стихи, которые первые буду апреля читать. А сейчас, минуточку внимания, сейчас я хочу прочесть стихи о наш городской академический хор. 40 лет нашему хору. А мы вас слушали, друзья. Вы не шумите там. Мы вас слушали, вы меня слушаете. Вот. И вы понимаете, что 25 лет я хожу в этот хор. И стихи о том, что будет со мной, если я уйду из хора. Вот так вот. Из Юрова, тебе немало лет, ты не стареешь. В чем секрет? В газетах пишут, что тусовки ты проводишь очень ловко, но как Ксения Собчак. Та же трудится за деньги, ты, наверное, за так. И мы знаем, до сих пор не покинула ты хор. Я коллегам отвечаю, в хоре я души не чаю. И если я уйду из хора, наверняка запью я с горя. И, конечно, непременно дам в газете объявление старушенция. Сильно пьющая, много ест, но худющая. Говорят, корм нет коня, это точно про меня. Тем не менее пишу. Спутника жизни я ищу от одиночества. Страдаю, залюблю и заласкаю. Порно-шоу затаскаю. И стриптиз, кому за 30, там мы будем веселиться. Я, конечно, там разденусь, чтобы всех отписничек. Но коль ты любишь точным дам, тебе нравится кататься по волнам, после 6 я буду есть, и, конечно, наберу я вес, и тогда ты не уйдешь в другой, и не придется мне воспитывать сковородой. Поздняя любовь всегда желанна, не будет разочарования. Такая бурная напасть вернется к нам, былая страсть, каких страстей вы не видали. И в мексиканском сериале я прыгну выше головы, чтобы довольны были вы. Ради глотка гламурной жизни стерплю все твои капризы. В любви не будем знать мы меры, вот в это, дорогой, поверь мне, а зеленого-то змея мы совместно одолеем. Готовить не умею я, такая дама и ничья. Ну где ты, умный, сильный, воспитанный, любвеобильный? А уйду ли? Господа, еще не вечер, я еще расправлю плечи, а уйду ли я из хора? Зависит все от дирижера. Спасибо. Спасибо, друзья. Это был наш первый участник. Вам такую память, как у выступающего человека, потому что в таком возрасте читать такие тексты – это здорово. Следующий участник. Поприветствуем, друзья. Уважаемые друзья, я вспоминаю свои студенческие годы, вернее, школьные годы. Первое стихотворение, которое я прочитала как чтец на колхозном собрании, про Зою Космодемьянскую. И я видела слезы у работающих колхозников, слезы на глазах. И впервые я вышла на большую сцену на открытии музыкального театра. Тогда у нас был руководителем художественного чтения в педучилище артист Рассохин. Я прочитала Константина Симонова стихотворение «Родина», и мне хочется его вам сейчас прочитать. Касаясь 3 великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что осталось на земле. Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. Ты вспоминаешь родину такую, какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к 3 березкам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтоб видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, в грозу, морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть, но эти 3 березы при жизни никому нельзя отдать. Уважаемые друзья, я сейчас в поселке Краснозадонском на день 8 марта прочитала стихотворение Дементьева «Не оставляйте матерей одних, не оставляйте матерей одних, они от одиночества стареют, среди забот, влюбленности и книг. Не забывайте с ними быть добрее, им ваша нежность — это целый мир, им дорога любая ваша малость. Попробуйте представить хоть на миг в молодости собственную старость. Представили, когда ни писем от детей, ни встреч, и самый близкий друг ваш телевизор, чтоб маму в этой жизни уберечь. Неужто нужны просьбы или визы? Не оставляйте матерей одних, возьмите их в грядущее с собою. И я увидела слезы на глазах женщин. Спасибо вам, спасибо. Молодец! Друзья, кто